Главная цель профсоюзов – это защита интересов работников. На отчетно-выборной конференции Чувашской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования, которая прошла в Чебоксарском доме союзов, были обозначены основные направления развития организации и поставлены задачи на ближайшее будущее. Председатель Зинаида Степанова выступила с отчетным докладом о проделанной работе за последние 5 лет. В настоящее время роль профсоюза как общественно значимой организации высоко оценивается как на уровне России, так и в нашей Чувашской республике. Об этом свидетельствует оценка президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, данная нам, профсоюзом России, на 10-м съезде ФНПР, где мне была оказана честь представлять в качестве делегата наш профсоюз образования. Владимир Владимирович, выступая на съезде, сказал: профсоюзы по своей сути исторически базовая общественная структура. Ваша главная миссия – защищать человека труда. Прежде всего, профсоюз регулирует время труда и отдыха, контролирует условия работы педагогов, обеспечивает социальные гарантии и льготы, а также проводит множество различных конкурсов, благодаря которым молодые педагоги в полной мере могут заявить о себе. И это далеко не все, чем занимается организация. Это социально-правовая защита членов профсоюза. В рамках этого, конечно, актуальна очень совместная работа в рамках социального партнерства нашими социальными партнерами. Если затронуть работу городской организации профсоюза, то социальное партнерство здесь очень развито. В течение уже в 5-й раз мы подписываем отраслевое территориальное соглашение между администрацией города Чебоксара, управлением образования, Чебоксарским городским собранием депутатов и профсоюзом образования. Отдельно стоит затронуть тему социального партнерства. Целенаправленно идет работа по изучению актуальных проблем педагогических кадров и проводятся совместные интересные мероприятия. Мы в Маринско-Посадском районе с своим профсоюзом тоже работаем всегда вместе. И все мероприятия, которые у нас проводят профсоюзные организации, я тоже в них очень активно участвую. Стараемся, чтобы и все руководители наших образовательных организаций тоже принимали активное участие. Вот если взять наш район, у нас все руководители, включая меня, мы являемся членами профсоюзной организации именно образования. Кроме того, сейчас реализуется много проектов для преподавателей и студентов педагогических вузов. Ведь подбор качественных кадров был и остается одной из важнейших задач в настоящее время. У нас есть несколько проектов, которые реализуются в профсоюзной организации работников именно по профориентации. И мы, естественно, больше работаем именно с поколением, родители которых работают в нашем университете. Мы их включаем в наши мероприятия. В каждом мероприятии практически у нас включается подрастающее поколение. И когда они приходят в университет, они уже знают, что за профсоюзная организация, чем она занимается. И потом мы их передаем в руки профсоюзной организации обучающейся. А так у работников тоже много проектов. Мы очень выросли в процентном соотношении. С 23 практически процентов выросли в 62. И прекрасный у нас проект есть «Дом для учителя», дом для педагогов высшей школы. Это мало проектов в России вообще, поэтому в Чувашии это впервые. Одна из главных задач сейчас – это обеспечить работой молодых специалистов, чтобы они трудились на благо республики, а не уезжали в другие регионы и крупные города. Выпускники педагогических вузов вправе рассчитывать на определенную поддержку, если выбирают для себя работу в районах Чувашии. Что касается молодых педагогов, чтобы они оставались в республике, конечно, студенты очень ждут программу «Земский учитель», законопроект, который должен выйти в следующем году. Программа направлена, чтобы молодые специалисты уезжали в села, в небольшие города. И, конечно, им будет оказана какая-то материальная поддержка. Делегаты конференции положительно оценили работу организации за 5 лет, а также единогласно избрали на должность председателя организации еще на 1 срок Зинаиду Степанову. Конечно же, учитель – это профессия, которой можно гордиться. И те, кто ее выбирает, искренне любят свое дело и своих учеников. Елена Яковлева, Антон Небытов. Жизнь столицы.